Другое основание нашей жизни, христианской жизни, это любовь. И опять же здесь речь идет не о той естественной любви, которую все люди должны испытывать друг другу. Это не та любовь, которую мы любим природу, любим животный мир, любим зверей, птиц. Это не любовь, к которой мы имеем отношение друг к другу, как людей. И даже это не такая любовь, которую мы имеем внутри семьи. Это естественная любовь, человеческая любовь. Но любовь верующего человека, христианина, она основана на великой любви самого Христа. На той любви, которую Иисус возлюбил этот мир. Ту любовь, которая видна из Его жертвы, жертвы на смерти во имя людей. Иоанна 3,16, все знают этот стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Он заплатил за нас бесконечную цену, великую цену, положив свою жизнь ради людей и понеся на себе грехи мира. Он взял грехи того мира, который его отверг, который его привел ко кресту, который восстал на него, который убил его. Он ради этого мира пошел. И это сверхъестественная любовь. И это любовь, которая исходит от Иисуса Христа и изливается на Его детей Святым Духом, который пребывает в нас. И эта любовь движется самим Богом. И поэтому апостол Петр в первом послании, 1 главе, 22 стихе, 22 стих, послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбу, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Անկեղծ եղբայրասիրությամբ, մաքուր սրտով միմյանց ջերմորեն սիրեք։ И поэтому я хотел еще раз обратить внимание, знаете, что мы испытываем нашу любовь любовью самого Иисуса Христа. И наши отношения друг с другом основаны на любви Христа. И тот же Дух Святой обитает во всех нас. Интересно, да? У нас есть у каждого своя душа, свой дух. Но у нас есть один и тот же Дух Святой в каждом из нас. И поэтому и в нас вот такая особая связь возникает. И как мы уже говорили, истинный верующий испытывает вот эти особые чувства, но особое чувство к своим по вере. Мы любим людей, мы любим тех, которые не верят, но мы друг друга верим в церкви, потому что у нас у всех есть один и тот же Дух Святой. Поэтому в церкви не бывает сплетен, поэтому в церкви не бывает злоречия. Нету зависти. Мы только любим друг друга, мы относимся хорошо друг к другу. Но это правда.
А у кого не хватает этого, Եվ ում չի բավարարում այդ да просит սերը, у Господа. թող խնդրի Տիրոջը, որ կտա բոլորին, որ տալիս է բոլորին լիառատ ձևով։ Иисус сам сказал, Հիսուս Քրիստոսը ինքը «Сия есть ասաց. заповедь моя, Սա է իմ պատվիրանը, да любите друг друга, որ սիրեք միմյանց, как я возлюбил вас». ինչպես ես ձեզ сիրեցի։ Еще он сказал, заповедь Եվ новую даю вам, նորից ասաց, ես ձեզ նոր պատվիրան եմ տալիս, да любите друг друга, որպեսզի սիրեք միմյանց, как я возлюбил вас, ինչպես ես ձեզ так սիրեցի, и вы да любите друг այդպես друга. էլ դուք սիրեք միմյանց։ Потому узнают все, Դրանով կիմանան что вы բոլորը, мои ученики, որ իմ աշակերտներն если եք, будете иметь եթե սեր любовь между ունենաք собою. միմյանց հանդեպ։